Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Сейчас, секунду. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Я читаю сейчас, чуть-чуть подожду еще по 2 минуты, минуту-две. Мелхиборс, как слышно меня? Как микрофон? Кэтон, Аллах рисху. Ну, тянуть не буду. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вежри, ежри. Приветствую вас всех. Вот. Я знаю, что вы переживаете. Также переживаем и мы. Вот. И тут пишут такие комментарии. Ну, в общем, вы сами тоже видите, что никто не хочет верить, что Тумсо убили, что им удалось его убить. Я вам так скажу. Та информация, которую я опубликовал, я основывался на том, что мне передали из разных каналов. Первый источник – это движение Адат. Также и другие люди, которые живут в Европе, они мне тоже передали, что действительно так и произошло. Но то, что... Ну, сейчас я вам 100% не могу говорить, что действительно Тумсо нету с нами. Мы все еще надеемся, что он жив. Или же, да, это все это сейчас сложно говорить. Даже пусть он ранен, но главное, чтобы он был жив. Вот такая информация по этому поводу. Какие-то, но надежды есть. Вот что я хочу сказать. Яна Петрова, добрый вечер, добро пожаловать. Я не знаю, о чем вы говорите. Конкретно не понимаю, о чем вы говорите, о каких вещах, о каких подобных делах вы говорите. Поэтому, соответственно, я вам ответ дать не могу. Я сейчас... У меня завал просто сегодня, звонки и телевидение. Я сегодня отказывал им в интервью, потому что у меня стопроцентной информации по этому поводу нету. Вот. И, конечно же, люди, мои контакты, которые беспокоятся, переживают за Тумсо.
Chechen Lives Matter. Ну, опять же, повторюсь, я не знаю 100%. Вот. Но то, что мне передали эти источники, я им верю, и поэтому я сделал такую публикацию, что на Тумсо совершили покушение и что Тумсо убили. И, возможно, говорят, что убили человека, который был рядом с ним. Вот такие дела. Но меня сейчас удивляют другие некоторые моменты, некоторые такие странные, может и не странные совпадения с датой покушения на Тумсо. Я сейчас об этом говорить не буду, но мы работаем над этим. Вот, и все это разузнаем, что происходит на самом деле. Мы, конечно же, можем много и долго говорить про Тумсо. Тумсо наш брат, хороший брат, достойный, смелый, мужественный. Вот. И он сделал много за последнее время, за последние вот эти годы, много для нашего народа именно в информационной войне, то есть в прорыве той блокады, в которой мы находились. Вот. И это сработало, и мы эту блокаду прорвали. Вот. И он действительно принес огромную пользу вот, нашему обществу. Он не то что критиковал, а говорил о преступлениях Кадырова, этой русской марионетки, и рассказывал о их действиях, о прошлом этих марионеток. В общем, информировал. Мы его, я не хочу говорить о прошедшем, но мы его любим. Мы все еще надеемся, что он жив, иншаллах. Иншаллах. Chechen Life Matter. Так, тут слишком много пишут, поэтому я, может быть, не смогу успевать. Поэтому извиняюсь заранее. Сейчас, секунду. В общем, Chechen Life Matters, ты спрашиваешь насчет ислама. Скорее всего, ты спрашиваешь про Белокиева ислама. Я вот буквально недавно, ну, где-то час-полтора тому назад разговаривал с ним. И ничего такого я не слышал. Ну, насчет... Сейчас, секунду. Чтобы Ахи Грозный, Анзор, как ты думаешь, могли ли спецслужбы Швеции отдать его под шумок России? Я не думаю, не верю в это. Европейские спецслужбы – это не спецслужбы Российской Федерации. Особо не верю в это. Сейчас. Undisputed, но нет, я не общаюсь с ним. Хамзат Барах, был Тумсо, на его место придут другие, лучше Тумсо. Не знаю, лучше не лучше. Это был достойный брат. Вот, но придут обязательно. Убийствами вот, наших активистов там, или блогеров, публичных личностей. Вот. Это никак не повлияет на нашу работу, не остановит нашу работу. Наоборот, это, скорее всего, придает нам больше силы. Я вот помню 8 марта, в день убийства нашего президента Аслана Масхадова,
Вот. Я находился в Баку, и мы проводили траурное мероприятие там. Вот. И в этот день пришло много людей, ну, в основном чеченцы, ингуши, дагестанцы, азербайджанцы. То есть, как я вам сказал, это было в Баку. В этот день, насколько бы больно ни было, я вот чувствовал вот этот прилив сил, что ли, что, как вам это объяснить? Ну, в общем, мы в этот день показывали даже нашему врагу и своим видом, что мы не сломлены. Наоборот, мы гордимся, что у нас были такие лидеры, были такие братья, мужественные, искренние, которые стояли до конца твердо, вот, и никто не смог их сломить, что у нас есть такие братья. Вот, мы гордимся этим. Вот что я хочу сказать. Сейчас, секунду. Кстати, про Тумсо спрашивал, мне тут ответили. Я извиняюсь. Ждал ответа. Как раз буквально недавно связывался с нашим братом, контактом, вот, и спрашивал у него про Тумсо. Он сейчас пишет, что да, действительно это правда, но обнародовать какие-либо детали мы не можем, то есть в интересах следствия. Буквально сейчас вот получил сообщение. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Анзор, эти покушения не остановить, пока мы всем народом не встанем против этой заразы. Действительно такая сложная зараза у нас, вот, в лице вот этих но от этой заразы нужно вылечиться как-то. Вылечимся. Фуфан или Фулан. Анзор, почему Адат опубликовал информацию в 3 часа ночи? Ну, я тоже опубликовал информацию где-то, во сколько было, в 6 часу, кажется, вот примерно так. Сейчас, секунду. Насчет подозреваемых, выявлены или нет, но я, конечно же, вот эти детали не могу говорить, не могу. Кстати, у меня спрашивают насчет... Тут рядом со мной кот. Кот, если что.
У нас слава Украине. Мне тут сообщение написали, напиши, успокой их. Вот. Слава Украине пишет, кто там так сладко спит. Нет, это кот спит или кошка спит. Рядом. Как называется канал Мухаммада Абдурахманова? Кто скажет? Напишите кто-нибудь точно, как он называется. Кто сейчас может это сделать? Так, Чечен блогер in English. Анзор Аллах, рейс хилхон хар эфирен дук нах бар сагат яш халхо яқан видео окончательным бак хилен куирш. Аллах рейс хил саваш Абдумалик. Аллах рейс хил. Из-за синс хочу амалера, ну, в общем, давай на русском, ты русский тоже знаешь, что ты есть и другие, которые не понимают чеченский язык, не знают чеченский язык. В общем, да, я ссылался, делал ссылку на движение Адат и другие контакты, вот, которые мне сообщили, что действительно это произошло, что действительно Тумсо Абдурахманова убили. Да, мы не хотим в это верить, нам трудно, сложно поверить в это, но все в руках Всевышнего, все мы один раз рождены, один раз должны уйти. Поэтому я вот даже специально сделал этот эфир именно для того, чтобы дать какую-то надежду все-таки. Мне самому не хочется верить в это. Я был знаком с Тумсо. Мы с ним познакомились 3-4 года тому назад, делали совместные работы, передачи. Были также совместные поездки, это Европарламент в Бельгию, и еще там в Норвегии и так далее. Вот. То есть вели совместную работу, совместную борьбу с этой преступной властью, не хочется называть, какой-то шайкой, какой-то мафией в лице Путина и его ушлепка Кадырова. Вот. И даже если это правда, что Тумсо убили, то я уверен, работа не прекратится, наоборот, мы активизируем ее, будем более активными и будем бить по этим врагам. Мы знаем, где их болевые точки, и будем бить беспощадно. Теперь уже открыто, как надо. Вот. Но я еще как хотел бы сказать, что тут могут быть замешаны и другие силы, такие вражеские силы, которые как-то контактируют с российскими спецслужбами, живут в Европе, вот, могут называть себя своими, нашими. Вот. И я готов к такому даже варианту. Я это не просто так говорю, у меня есть некоторые моменты, и даже намеком не хочу дать понять, о чем я сейчас говорю, но я, скорее всего, скоро это озвучу. Ну, в общем, работаю с этим. Где брат Тумсо, Мухаммад? С ним тоже никак не можно связаться. Вот, смотрели, старались, не получается. Тут мне пишут, месть пишет, но я думаю, что люди, в общем, ну, короче, я называть эту фамилию не буду, я думаю, что некоторые люди тоже попадают под подозрение. Я специально не назвал фамилию. Я не знаю, не могу ничего сказать. У меня тут куча подозрений, уже подозрений.
И я это не просто так говорю, и с завтрашнего дня я буду работать над этой информацией, которую я получил. Резван Ларсанов: Анзор, нельзя создать организацию, противовес ихней, чтобы охотиться на них, а не быть жертвами. Нет, мы не можем этого сделать, потому что мы живем в других странах, вот, и такого права у нас нету, чтобы создавать какие-то организации, чтобы вот так охотиться на них, как ты пишешь. Вот, и, скорее всего, ты имеешь в виду и наказывать их. Нет, ну, не мы должны это делать, мы уважаем эти страны, мы уважаем законы этих стран. Вот. Но то, что мы можем сделать, это совсем другое. Сейчас озвучивать не буду, но вы тоже это понимаете. И мы работаем с этим. Работаем. И еще вот что меня удивляет. Мне скидывают разные скриншоты, информацию, там даже комментарии. Вот там этот человек это сказал, в другом месте кто-то вот это написал, вот так выложил такую информацию. Но есть такие, которые радуются этому. Но пускай радуется, пускай. Я уверен, наступит их день, и они получат за все то, что они написали, даже подумали или сделали. Вот. Там один, я сейчас все это открыто буду говорить. Был такой у нас воин, в кавычках, Ханбиев Мага, как я его называл, Мага без шпаги, там еще отдельное видео делал. Он тоже там что-то выставлял у себя, в общем, радовался. Надо этому предателю чеченского народа о себе думать, как он умрет. Ладно, Тумсо, если погиб, то он погиб за правду, за дело, вот, на своей твердой позиции против тех, воюя против тех врагов, которые убивали чеченский народ. А вот этот Мага, о котором я сейчас говорю, Ханбиев, вот, он, похоже, умрет за путь Путина, за этот курятник или, не знаю, голубятник Хосюртовский, за этого Кадырова. Скорее всего, он и другие вот такие предатели вот за это умрут. А Тумсо – это достойный наш брат. Как и все остальные братья, которые сегодня открыто, не боясь вот этого покушений там, или убийства, воюют против этой системы, против этой варварской системы.
Кажется, сейчас появилась, да? Я просто не успеваю за вашими комментариями. Вот что я хотел еще сказать. Ну, будет хорошо, если вы, кто может это сделать, выставит его фотографию, как это говорится в аватаре, на ваших страницах. Пускай видят, что мы его поддерживали, вот, что уважали. Тут пишут насчет, слухи ли это. Мы надеемся, что это слухи. И как я ранее говорил, мы следим за выступлениями и за комментариями тех людей, которые как-то в какой-то в агрессивной форме или в другой такой форме высказываются в его адрес. Вот. Мы за этим следим. Dreamwalker от властей Швеции еще нету подтверждений. Да, нету подтверждения, они не подтверждают это. Может быть, скорее всего, в интересах следствия, скорее всего. Душанбе, скажите, пожалуйста, по поводу видео, которое опубликовано в украинском канале. Я не знаю, про которое видео. Было бы хорошо, если бы вы назвали бы это, дали бы название этого видео, то было бы легче ответить. Нохчо пишет: герой чеченского народа Тумсо Абдурахманов. Да, герой. Представьте, мы, чеченцы, сегодня находимся в оккупации, и, как вы знаете, у нас там фашистский такой режим, самый такой грязный режим, вот, который угнетает наш народ. И за любую попытку публичной там критики или действий каких-то, направленных против врагов нашего народа, против Путина, Кадырова и других прихвостней, вот, эти марионетки забирают матерей, отцов, сестер, братьев, издеваются над ними, убивают их. Но все же есть такие среди чеченского народа, даже в такой ситуации, даже когда враг использует вот такие самые грязные и отвратительные методы, у нас есть такие люди, которые выступают против этого режима. И поэтому я скажу, да, герой, настоящий герой, настоящий человек, которому не безразлична судьба нашего народа. Я про Тумсо Абдурахманова.
Вусал Ахмадов, я азербайджанец, сегодня утром, как это узнал, написал пост и поставил в профайл Фейсбука на аватар его фотографию. Спасибо, брат. Спасибо за поддержку. Moscow Muslim. Есть достоверная информация? 100% нету. 100% нету. Как говорил Тумсо, я презираю память Ахмата. Да почти весь чеченский народ презирает этого Ахмата, этот путь. Бачи Тархампаш, но не стоит к такой серьезной теме относиться так легкомысленно. А кто тут легкомысленно относится к этой теме? Никто. Молчать не можем, показываем, что если это произошло, то это нас не остановит. Я об этом уже несколько раз говорил, и сейчас повторюсь. Не остановят. Вот что мы показываем. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Да Бог шмадуаси. Ветер, в общем, Анзор, как-то спокойно ты обо всем этом говоришь. Ну, я же не должен кричать тут. Вот. Я лишь показываю, что мы не сломлены. Вот поэтому и есть у нас вот это спокойствие. Спокойствие. Chechen Lives Matter. Анзор, среди твоих знакомых, которые говорят, что смерть Тумсо это правда, кто-нибудь из них видели тело Тумсо? Или они знают тех, кто видел его тело? Не могу сказать. Вот. В общем, сейчас мне опять написали, да, и повторили, да, это правда, но детали озвучивать ради вот, интересов следствия не можем. Вот так мне сейчас ответили. Алла назад, кот Бегемот. Хочу снова услышать, как он говорит. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тумсо, так,
Вейс, Анзор, я несколько раз писал тебе на Facebook, но не уверен, что это твой профайл. Ты получил мое сообщение? Но мне никто не писал, говоря, что это ВИС. То есть ты... Аль-Куран, валикум салам, брат. Возможно ли ваше утверждение о смерти Томсо будет ошибочным? Все возможно. И сегодняшний эфир я сделал именно для того, чтобы, я знаю, вы беспокоитесь, переживаете, и дать вот такую надежду, скорее всего, вот, что возможно такое, возможно. Потому что официально это не объявлено, тело не показали, родственники пока еще ничего не говорят, и мы просто не можем с ними связаться, но есть те люди, контакты, которые вот подтверждают, да, мне сейчас подтвердили, и я верю этим контактам, да, движение Адат сегодня подтвердило это. Вот, исходя вот из этих ссылок. Страйк Майнс, а что повелитель Хосеюртовского курятника говорит, да? Уже ликуют? Да, ликуют. Те, которые там рядом с ним, и те, которые здесь, в Европе, ликуют. Ну, пусть ликуют. Амир дал, так, Амир дал, ушел, так, Тумсо, тот, кто имел мужество выступить против тирана и врагов народа. Да, подтверждаю, у нас найдутся силы, новые силы, и их будет больше. Вот. Мы будем выступать везде. И ничто нас не сломает. Чечен, Lives Matter, Вала, я просто, у меня, можно сказать, руки чешутся дать вам послушать, но без спроса, как бы так, я не могу дать послушать сообщение человека, который мне это написал, и он мне это дважды подтвердил, что это правда. Но что, Чечен, Анзор покушение было в Швеции или в Берлине? Ну, тоже сложный вопрос. Я примерно знаю, конкретно сказать не могу. Сейчас. Месть. Я не хочу слышать то, что это правда. Лучше оставаться в неведении и надеяться, что он жив. Так и есть.
Надеемся. Курок 03. Нохчи мата язинес, нохчи мата эрду. Еще раз Аллаху нах предхвас мило сообщение. Юйцек. Вала са векара дел вегурам дат сонсан. Там хойгер дот сара цау давакамек ит давакамек так. Арболх соцербац. Иш онкар хичи цар хуплиличи. Я сацу баояц. There's also that's. Magic Contacts насчет... Сейчас я постараюсь аккуратно прочитать твое сообщение. Что не предпринимает никаких действий в отношении гражданина Ичкерии Тумсо Абдурахманова. Почему власть молчит? Власть в кавычках. Потому что их это не интересует, потому что они жестко критиковали его. Вот, и считали своим оппонентом. Давайте я прямо скажу, вот почему. Они сейчас заняты совсем другими вопросами, своими другими вопросами, личными вопросами. И никак не думают ни про Тумсо, ни про других, ни про народ, я это прямо скажу. Да, они могут говорить это, но все это неправда. Неправда. У них личные интересы. День и ночь сижу, смотрю в этот телефон и жду сообщения, вот, что это неправда. Так же, как и вы, переживаю, да, есть какие-то шансы, что это неправда. Вот. Тут пишут: «Валейкум салам, Джокер. Хотелось бы услышать, в честь кого вам дали имя Анзор». В честь друга отца. Друг отца был грузин, ну, в то время, когда отец учился в военной школе, вот, в военной школе в Тбилиси. В то время у него был друг Анзор, вот в честь него дали имя. Брат 34, вы знаете, а потом на конкретный вопрос ответить не можешь. Анзор, такое впечатление, что вы убеждаете нас, потому что вам так надо. Это нечестно и некрасиво. Почему ваш источник страну назвать не может? Потому что я так хочу, потому что я считаю, что я сейчас не могу говорить некоторые вещи, потому что это нигде не опубликовано вот так официально. Вот тогда, если когда опубликуют, я уже могу говорить все остальное. То есть, если это произошло, то там идет следствие. Вот причина того, что я не могу говорить некоторые детали. Да, я веду свой анализ, у меня свои источники, думаю, и у меня даже есть куча подозрений, что там за этим преступлением и покушением стоит не только Кадыров, а также могу даже, исходя из этого анализа, я думаю, что в этом могут быть и замешаны те лица, которые называют себя патриотами Ичкерии. Вот такой ответ. Нохчо Чечен, конечно, я знаю, что можно говорить, что нельзя говорить, поэтому на некоторые вопросы я даже не отвечаю. Именно из-за
следствия, чтобы не помешать следствию. Несущий мир Анзора, возможно такое в Швеции не опубликовать, такое громкое происшествие, да, вот. Саваш, вы за садер, дадер, цатерхерду. Пускай получает, пускай знает, ген қойдын, қоуд цабесше қойдын, цундера, хинца қимета чхарю, пускай почувствует это. Сообщение писал, извиняюсь. Несущий мир. Анзор, возможно такое в Швеции не опубликовать, такое громкое происшествие? Да, возможно. В интересах следствия. Значит, что-то как-то люди работают. Я вот буквально чуть ранее говорил, назад, знаете, Анзор мне пишет тут, знаете, Анзор после новости о том, что Тумса убили, я не испугался, наоборот, больше хочу бороться с этой преступной системой России. Вот об этом я и говорил. Борьба будет усилена. Похоже, будет на разных фронтах сейчас. К этому идет. Белокиев говорит, что жив. Сейчас выясним, говорит он или нет. Белокиев. Аллах, салам алейкум. Ислам. Худу цигамума. Кихом даться, алхамдулла, я сейчас это эфир делаю. Тут меня несколько раз говорили, писали, спрашивали. В общем, ты где-нибудь говорил, что Тумсу убили или же жив? Цахуме Алия. Ну, вообще на публике. Да. Да. Ага. Да. Ну, я тоже так подумал, просто хаж информация юит ешлыга эль болдерса, уже Омахара. Видео было доказательств шиация, да, и адат, элок, ну, пришедший, что ты то уж помой, человек все на это как бы опираются. И раз Хадебектах плюс Суна Штаха Битнир Багдатия, но я не могу утверждать, что этот источник тоже 100% правда. Вот.
Просто хотел спросить инсан эфир Союзович по этому поводу. Просто нахсагат дуата, хотя бы какую-то, ну, маленькую надежду. Все равно ему и надежду еще, там очень много моментов, я об этом говорил, что ни одно там, вот это, как СМИ об этом не говорит. Кроме того, что мне сказали, что это неправда, да, мне лично сказали. Но кроме этого, ни одно СМИ об этом не говорит. Не говорят, что вот убили. У всех СМИ есть какие-то свои источники информации в полиции. Сама полиция Швеции, пресс-секретарь полиции, она заявляет, что они слышали о том, что различные новостные агентства говорят об убийстве в Тумсо, но мы это не можем подтвердить, Махцар. Полиция Швеции это говорит. И мы никак это комментировать не будем, не можем, Махцар. То есть здесь остается вопрос открытым. Нельзя сказать сегодня, что он убит, если ни его родственники, ни его близкие об этом открыто никто не заявляет. Вот как только это скажет, тогда мы эту... Ну, 100%, да. Когда мы будет. Но сейчас я не хочу, это лично за себя скажу, не хочу просто брать и не будучи уверен, когда мы. Наоборот, я надеюсь, Садину, как сказал Албаков Шамид, там есть 3 версии. Вот он сегодня давал интервью, и в одной версии он говорит, что возможно, там рядом что-то произошло, и спецслужбы скрыли его и его брата, на всякий случай, либо готовилось покушение в отношении одного из них, и их скрыли, либо была попытка покушения, и их скрыли, но и и Хардин, Дитин, Хирдари, и об этом все бы рассказали бы. Ну, вот, скорее всего, я как-то называть почалх не буду, думаю, где это произошло. Воже сейчас слух, ну вот буквально час ахер, да, Цизам, я связывался с одним человеком, и он тоже опять подтверждает мне, говорит, что да, но деталей говорить нельзя, потому что там ведется кое-какая работа. Их уже несколько раз. Я надеюсь на то, что это Багдад. Конечно, надеемся. Да, бывают какие-то разногласия, с чем-то мы не согласны и так далее. Но это человек, который оставил след в истории как один из первопроходцев вот в этой информационной борьбе, где он одним из первых, так сказать, пробивал эту стену, которая была между нами и вот этой правдой. И, там, до него это был Мансур Садулаев, тоже он работал, да, но потом Тумсо взялся за это, и он, так сказать, показал людям, что можно работать и не нужно бояться. Вот это был один из этих людей, поэтому Военханахет, конечно, нас это печалит, но мы надеемся на лучшее, иншаллах. Конечно, иншаллах. Вы, дакайк динятаган, как тебе сказать, цахелля, вот нахяк, люди переживают, это действительно, дейна, бусу, ашма буйнах, вот что произошло, им интересно. Вот. Цундера, тоже хинашу, при первой же возможности, мне хочется сказать, объявить датчун, волчушун, воевош волчу, и лукшук сатаган. Сам ты есть. Аминь. Дикаду так, ислам. Если что, Заня дуа, иншаллах. Да, бабака, связи, иншаллах, хамиша. Эфир, я в эфире прямо. В эфире,
ты можешь включить, увидеть меня. Не, я видел, что ты в эфире, но я там салам дал, потом у тебя зависло, я вышел. Ну да, было. Камера, со мной камера это было. Его заново подключил. Хэшхуль в эфире. Ну, скорее всего, хэшхурум. Да, хирум. Хайла, маршал, дало. Соле, чего yok. Маршал, дало. Вис холио? Умаволио? Вис согласен уже, эфир. Давай, дикду. Дикхир до ислам. Заня ду, иншаллах. Алэр лушхал. Валикум салам, рамталлах, баракату. Вот. Мне тут сказали, что Фархад зашел к нам. Фархад, секунду. Тут много сообщений, поэтому мне, наверное, будет сложно найти его. Фархад, если ты здесь, дай знать, брат. Тут много людей пишут просто. Я, наверное, скорее всего, не могу найти. Фархад, в общем, если ты здесь, очень приятно, что ты заходишь к нам, что поддерживаешь связь. Ну, в общем, все остальное, как мы говорили, обсуждали с тобой, в общем, на связи. Фархад – это наш брат из Норвегии, он тоже ведет такую активную публичную деятельность против русских оккупантов. Вахид хан, Аллах ресхил, Аллах шеду. Анзор, ты не боишься, если тебя тоже начнут преследовать? Почему начнут? Они хотели бы, но если бы боялись, то мы бы так открыто не говорили бы про путинских пехотинцев, про хосюртовский курятник или там голубятник, не знаю, как это назвать уже. Вот. Нет, мы этого не боимся. Анзор, твои контакты, которые говорят, что это правда, видели тело, не могу этого сказать. Вот, честно, не имею права говорить это. Не имею права. Я это право передаю его родственникам. Действительно, это те люди, которые должны это подтвердить и объявить. Сейчас я вот вперед этих и его родственников идти не хочу. Джек 95. Тут уже кадыровские тролли зашли. Ну, что я вам скажу? Что вам сказать? Да ничего я вам не скажу. На вас время терять. Тебя уже выкинули. Я выборочно вот ищу вот сообщения, в общем, тут очень вот так куча идет, у меня монитор маленький. Вот.
Так, кто-то, говорят, Фархада забанили. Мелхиборс, посмотри, вот этот ник, разбань, как говорится. Я не знаю, как это делается. Короче, телефон я отключаю. Хасан Халитов умер или жив, но я не могу этого сказать. Но то, что мне кажется, вот, по моей информации, я слышал, что он жив. А точно, конкретно сказать я не могу. Вахид хан, Алларис, мы пуштуны на стороне наших истинных братьев-чеченцев и против предателей чеченского народа. Тут уже весь мир против предателей чеченского народа и против России. Открыто уже говорят на эту тему и называют это государство России террористическим государством, которое угрожает другим народам, которые воюют с мирными жителями. Сегодня это происходит в Украине. Вот. Так. Вы считаете демократической властью с Навальным, так, валикум салам, абракату Конор, вы считаете с демократической властью с Навальным, допустим, в России будет легче вести разговор о независимости Чеченской Республики Ичкерия? Нет, я в это не верю. Я много раз высказывался по этому поводу и еще раз говорю, что в России сегодня нет никакой оппозиции. Ни с Навальным, там, ни с Ходорковским, ни с другими вообще. Была бы сегодня в России оппозиция, то эта оппозиция и люди бы там собирались бы, митинговали бы, выступали бы против убийства людей в Украине. Вот. А сегодня в России тишина, вот полное безразличие. Вот, скорее всего, вот это все движение, что связано с оппозицией в России, это просто движение, не более. Не верю я ни Навальным, ни Ходорковским. Анзор, скажи что-нибудь про Хасана Халитова. Ну, если ты спрашиваешь по поводу последних событий, ну, здесь я конкретно не могу сказать, лишь скажу, что как мне передали, как мне сказали, что он жив. Вот. Ну, состояние у него плохое. Ньюс Чарей Алла Рейсурсоваш. Когда убили Анзора из Вены, то информация сразу появилась в стране, где было совершено убийство. В скором времени все прояснится. Делаем дуа за нашего брата Тумса, иншаллах, брат. Когда убили нашего брата Анзора в Вене, то там была такая ситуация, я все сейчас пересказывать не буду. Виновных там поймали, в общем, это дело было сразу же как бы раскрыто, знали, что произошло на самом деле. Но мы не знаем, что произошло сейчас. Мы конкретно ничего не можем сказать про детали. Вот. И вперед событий вот как-то идти мы не можем. Когда власти об этом узнают, когда это опубликуют и признают родственники и скажут, объявят это,
Вот тогда мы можем говорить на 100%. А сегодня, вот еще раз повторюсь, потому что, наверное, сейчас люди зашли, и им интересно услышать это. Я получил, да, во-первых, информацию от народного движения Адат. Они подтвердили дважды, что Тумсо действительно погиб, но про детали говорить не хотят. А также от других источников, которые тоже подтвердили такую же информацию, поэтому, исходя из этого, я сделал такое выступление и высказался об этом. Но мы все же надеемся, мы не хотим верить в это, мы надеемся на хорошее. Антони Джошуа. В европейских странах надо властям быть бдительны и ограничивать въезд подозрительных лиц с Российской Федерации. Да, мы пытаемся объяснить им, европейским странам, что раньше, когда мы говорили, что заигрывать с Россией это опасно, то они сейчас это увидели, что действительно это опасно, потому что эта Россия сегодня воюет против Украины, и что эта Россия сегодня открыто угрожает другим европейским странам даже. И открыто говорят, что нанесут ракетные удары, даже ядерные удары по любой стране, какой они хотят. В общем, а сейчас мы работаем над тем, над вот этой преступной российской группировкой, которая сегодня находится в Европе, и у них есть действительно огромная сеть в разных странах. Вот. Так что работаем над ними. Манфред Вульф. Как они боятся информационную войну, убивают блогеров. Но, знаешь, для них страшен именно человек, который ведет информационную войну. Вот что страшно на самом деле. Потому что люди, которые там являются активистами или блогерами, открывают другим людям глаза, говорят правду, говорят о том, что происходит, или напоминают то, что происходило раньше, что происходит сейчас, потому что есть такие люди, которые на самом деле не знают, на самом деле, что происходит. На самом деле есть такие. И такие люди сегодня бесценные. Люди, которые говорят правду. Вот почему за ними такая травля. Вот почему на них совершают покушения, убивают. Я никак не хочу принизить борьбу солдата, да, одного бойца. Но то, что делают такие люди, активисты, которые ведут информационную войну, и вся их работа, это вообще бесценная. Когда у нас начиналась война, Вторая русско-чеченская война Путина против чеченцев, это 99-й год, российские спецслужбы сделали все, чтобы не допускать на нашу территорию, на чеченскую землю, какие-то организации, журналистов, совершали разные провокации, чтобы у них была такая боязнь проникнуть к нам на нашу территорию, на Чеченскую республику Ичкерия. То есть российским спецслужбам действительно удалось одержать победу в информационной войне. Они создали такую блокаду. Я как-то давал интервью, американский журналист был, и встретился с этим журналистом, на английском это было интервью. И, в общем, этот журналист мне говорит, это примерно, я сейчас скажу, какой год был, это 2004 год, кажется, примерно так.
Вот этот журналист мне говорит, вот я хочу попасть в Чечню. Говорит, я говорю, не надо туда ехать, там опасно. Тем более для вас, журналистов. Вот что я вижу, говорю, если вот ты, журналист, поедешь в Чечню, там, в Ичкерию, то тебя могут поймать или вот эти кадыровские пехотинцы, или же русские оккупанты, потом могут заявить, что это сделали чеченские там террористы, боевики, вот, и могут даже убить, списав на нас это, на чеченцев, которые противостоят России. Вот. И знаете, что потом произошло? Да, этот человек не добрался до Чеченской республики Ичкерия. Это был 2004 год, еще раз повторюсь. Он поехал в Дагестан, там остановился в одном населенном пункте и сразу же был пойман. Сразу был пойман, там спецслужба ФСБ работала, в общем, дом окружили, забрали этого журналиста, отвезли в Москву, всю аппаратуру забрали, там его материалы и так далее. В общем, человеку даже повезло, что он избежал смерти, не доехал до нашей республики. Вот такие дела. Independence, со слов Анзора, это не в Швеции произошло, но да, я думаю об одной стране, но сейчас я об этом говорить не хочу. Не хочу. Оля, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что зашли, интересуетесь этой темой. Подскажите, пожалуйста, ведь Тумсо и другие публичные личности должны находиться под усиленной охраной со стороны европейских стран, которые дали политубежище. Да, есть такое. Должны находиться под усиленной охраной. Но дело в том, что мы не всегда сидим под охраной, можно так. Как, что, вот я все детали, конечно же, говорить тоже не могу. Но самое главное, у нас нет абсолютно никакой боязни по отношению к нашим врагам и к тем отморозкам, которые предали наш народ, предали нашу религию и перешли на сторону врага чеченского народа, который нас веками убивал. Мы их презираем. Монфред Вульф. Анзор, почему Ильяс Ахмадов молчит? Почему вы не подтягиваете Ильяса Ахмадова? У меня с Ильясом Ахмадовым очень хорошие отношения, всегда были. И это человек, которого я действительно очень уважаю. Кстати, сообщу, что Ильяс Ахмадов был министром иностранных дел Чеченской республики Ичкерия. Он сейчас живет на чужбине. Вот, а вот почему молчит и так далее, ну, я об этом говорить, конечно же, не хочу. Почему? Да, я знаю, у меня есть информация. Вот. Так. Славко Яремчук. Здравствуйте, добрый вечер. Хотелось бы узнать, как вы перебрались с Ичкерии во время Второй Чеченской войны, как вы приняли смерть отца.
Ну, спасибо, во-первых, за вопрос. Я хотел бы подкорректировать вас. Не чеченская война, а русско-чеченская война. Так же, к примеру, как русско-украинская война. Если там эту войну называют чеченской войной, то человек может подумать, представить, что там шла или идет гражданская война. У нас была и есть сегодня оккупация со стороны России. Со стороны России. Вот. И сейчас, секунду. Насчет, как я перебрался, я в 99-м году, в начале года, в феврале, марте, выехал из республики для учебы, вот, в другую страну. И к тому же меня и еще других людей отправил наш президент, то есть Аслан Масхадов, чтобы мы открыли в той стране официальное представительство Чеченской Республики Ичкерия. То есть я в то время являлся помощником представителя Чеченской Республики Ичкерия, а затем сменил его и являлся представителем Чеченской Республики Ичкерия в той стране. По поводу, как принял смерть отца, то есть нашего президента. Конечно же, это родной человек, и даже утрата, там, будь это другой человек, скажем, если бы он не был бы моим родным, а вот был бы другим человеком, чеченцем, там, да, героем нашего народа, я бы также отнесся бы, на самом деле, серьезно. Потому что я помню, как я отнесся к убийству нашего первого президента Джохара Дудаева, а также к убийству других наших лидеров. То есть я отнесся так же. Но, скорее всего, во-первых, я что могу тут добавить, что гордость, вот такая была вот гордость за своего лидера, в первую очередь вот, за своего лидера, что все наши лидеры погибали в боях, в войне против русских оккупантов. Вот. И второй момент, что русским оккупантам не удалось поймать его живьем. Вот что меня обрадовало. А так, да, родной человек, это больно, но я спрятал эту боль. Я спрятал эту боль. Я пытаюсь успевать за вашими сообщениями. Курок 03. Марш, брат Анзор, иншаллах, санхаз динаха, мерз айрду, ве адейц дук хан саяхану сунадик везер хада тинавас Аллах дейкал вэлес масу бусал тагуэль Аллах дейкала Аллах газет қобал версер масера هر تنهم أنت دوخش دو دوق تعاش أرخمش خيتسور دو الخيتسون إنز دو خانيوتش سئلر سش تعهم خاخ وش الخما دري هنس نسام ديله تعوق رباس نمامين تيوار هر ويتان يول ситуации غاسقش использовать ирю сам был бечара ирю использовать ووشت التاتي تخمش دلور دو تسارك ثم دا جو غربل بيز تغنا إيش تا أتكريتا بيستخلش بشي تا قهويكش بومناخي دقو قهويكش وبوصل يجري بمبوي قوم سجت يشا أراب ولا شيخهم دعتنا هر إيش تا بوال بيش بوخش تقنام بو جو غردل ديز
А что можно отследить прямой эфир Ютуба? Ну, не знаю. Не думаю. Я прямые эфиры делал, в Украине делал, ну и в других городах тоже делал. Kadam cebiaš sihmalo bohko za jazi nohči batajušasi, dela savaš dēl geč doirvaņ masēna ištēl mikš moduri. Dēl geč doirvaņ masēna. Залина Грозная. Я еще раз повторюсь, я уже несколько раз об этом говорил. Я сегодняшний эфир сделал именно для того, чтобы дать вот какой-то шанс или надежду. Потому что мы все одинаково переживаем. И вот у нас есть вот эта одинаковая боль, у нас сидит сейчас. Я понимаю, что вы хотите узнать правду. Вот. Поэтому мы надеемся на хорошее. То, что я слышал, я уже сообщил тут несколько раз, еще раз повторюсь. Да, мной было опубликовано видео, где я ссылался на свои источники. Это Адат, который дважды повторил эту информацию. Вот буквально, как я даже проводил здесь эфир, я с одним человеком связался, и он тоже подтвердил это. Вот. Я ссылаюсь на вот эти источники. Сейчас сложно о чем-то говорить, от себя что-то говорить. Да, я сам себе вот так лично, вот, исходя из всей ситуации, некоторых моментов и информации, проанализировав это, свой анализ делаю, но не спешу пока говорить это, потому что вдруг это помешает следствию, да, вот именно поэтому. Но с завтрашнего дня я предприму некоторые шаги, вот, и уже буду работать в кое-каком направлении, я так это скажу. Много сообщений. Так. Анзор, салам алейкум, Дусо бил. Извини меня, Валерий, я читать это сообщение не буду. Вот. То есть называть фамилии здесь не хочу каких-то людей. Так, мы Тунсо. И будем жить на зло врагам. Тунсо точно не было. Так. Вы знаете, что он жив? Ну, я сейчас конкретно не могу говорить детали, я уже несколько раз это сказал. Аварий свой, масса нахуй. Так, Тимур Соколов, валейкум салам. Как вы видите окончание войны между Россией и Украиной? И что будет с Чечней в итоге? Ваше мнение? Как? Поражением России. И только так. Ничто Россия не сможет сделать в Украине, не добьется никакой победы, это уже видно. Отступление российских войск и все их бомбометания и ракетообстреливания показывают на то, что они ничего не могут сделать на фронтах. И обстреливать мирные города, мирные объекты инфраструктуры, вот, именно от своего бессилия.
Это доказывает на то, что у России, сегодняшней России, нет ни армии, и сама эта страна на самом деле слабая страна. Так, я, наверное, сейчас завершу эфир. Сколько он идет? Оксана Хвесик. Чем вас впечатлил украинский народ, Анзор? Я украинский народ знаю давно. У меня много было одноклассников. Даже буквально недавно во время своей поездки я встречался с ними. А также те сослуживцы моего отца, которые служили вместе с отцом в советской армии. В общем, украинский народ я знаю, можно сказать, хорошо. Знаю историю, знаю культуру, традиции. Вот. Ну что, когда в этом году, в феврале, вот эта армада войск, этих террористов, вторглась, вот так крупномасштабно вторглась в Украину, я сразу понял, что это будет поражением и будет позорным поражением со стороны России. Украинцы не тот народ, который позволит вот так посягать на их свободу, независимость. И мы это вместе сегодня показываем русским террористам. Вот что впечатляет, как бы так, отвечая на ваш вопрос. Украина победит, по-любому победит. Мишель, скажите нам, почему вы сказали, что Томпсон мертв, если не знаете точно? Не знаю деталей, но мне так сказали те источники, которым я доверяю. Один источник я назвал, это народное движение Адат, вот, и были другие люди, которые мне это сообщили. Вот, исходя из этого. Так, хорошо, братья и сестры. Если что, будет какая-то информация, я вам обязательно это сообщу. У меня были кое-какие темы на сегодня, но из-за того, что вопросов много было и касающиеся нашего брата, поэтому я решил не затрагивать эти темы. Анзор, как вы думаете, что ждет семью Кадырова, когда Ичкерия станет независимым государством? С отцом и так все понятно, интересно касаемо семьи. Мы не воюем с женщинами, со стариками, не воюем с детьми, вот, с матерями, сестрами. Вот. Но я уверен, что этот ушлепок, этот Кадыров будет наказан, и будет наказан справедливо, и он понесет это наказание именно в той форме, которую он заслужил. Я как буквально недавно говорил, я хочу, чтобы эта марионетка почувствовала на себе всю боль, которую чувствовали наши люди, чеченцы, которых он пытал, которых он убивал. Вот так, чтобы его не убивать, не казнить. Нет, я не хочу, чтобы его казнили.
Хочу, чтобы он жил, долго жил и чувствовал вот эту боль. Он это заслужил. Заслужил за свои преступления перед чеченским народом, перед народом Украины, перед украинцами. Вот чего я хочу. Мишель, я не знаю насчет видео, не видел. Так, Саля Орсфо. Анзор, твои источники сообщили просто о смерти или была убедительная информация? Брат, мне сообщили, да, о смерти, но я даже не просил дополнительной информации, потому что было понятно, и он потом сам это подтвердил, что дополнительную информацию давать не хотел бы в интересах следствия. Как бы. Вот там вот его слова. А нет, я Фархада не видел. Тут спрашивают, зашел ли Фархад. Конфедерация народов Кавказа. Ассаламу алейкум, Анзор, почему тебя не было в Бельгии? Потому что я не хотел. Алейкум салам. Не хотел этого. Барри Барингтон. Анзор, у вас есть полный список имен предателей, преступников кадыровской власти, когда Ичкерия, иншалла, обретет независимость, чтобы каждый отвечал за свой выбор и вкушал последствия? Я скажу такое мнение. Все-таки я отвечу таким способом. В общем, наши лидеры, которые отдали свои жизни на своей родной земле, воюя против русских оккупантов, были такого мнения, что каждый, даже кто подметал, должны будут ответить. Вот, подметал в их офисах, вот так. Имелось в виду не те уборщицы и так далее, нет. Имелось в виду, кто работал на эту структуру, будут отвечать. Конечно, соответственно, что они, посмотрев, что они сделали, какое преступление совершили, но мы обязательно не допустим тех ошибок, которые мы допустили после Первой русско-чеченской войны. Да, мы где-то их простили, то есть вчерашнюю оппозицию. И они уехали из республики там, в Москву, в Россию вообще. Вот. А сейчас они совершили столько преступлений, что мы сами удивлены. Удивлены в том плане, что у нас такого никогда в истории нашей не происходило. Вот эти зверства, вот эти их методы. Вот. Сейчас они, я уверен, не смогут избежать вот наказания. Они будут наказаны, иншаллах. Насчет блогера Алексеяна, я не знаю, кто он. Сейчас, секунду. Ассаламу алейкум, Фархат. Как ты, как дела?
скорее всего, у тебя стрим идет, наверное, да? У меня тоже сейчас прямая передача, я в эфире, вот, общаемся, в общем. Мне тут сказали, что ты заходил ко мне. Извини, брат, у меня тут монитор маленький, поэтому сообщения быстро бегают, вот, поэтому где-то я тебя не увидел. Так что, если это был ты, то я извиняюсь за это. Ну, в общем, на связи, иншаллах. Это было Фархаду. Сердрик, насчет родственников, я не знаю. Сложно об этом говорить. Кто виновен, кто предал или не предал. Вот сейчас, секунду. Фархад. Валикум салам, абрикату. Нормально все, алхамдулилlah. Как у тебя, Фархад? Нормально, все по-старому, ничего нового, сижу, новостями слежу. Работаешь? Да, работаем, конечно. Так у нас все газеты молчат, я имею в виду по поводу... Да. Тумсо ничего нету ни в Швеции, ни в Норвегии, но очень много я вижу, там тебе задают вопрос, что может там, почему Швеция не пишет. Ребят, просто поймите, здесь в Скандинавии полиция немножко, они скрыто работают, если где-то там следы есть, можно дойти до убийства поймать людей, которые за этим стоят. Так что они будут молчать до совершения этого операции, как они будут вести. Так что ждем подтвержденной информации. Конечно, хотелось бы, чтобы он был жив. У нас общий враг, у нас общая цель. Конечно. Кавказа, да. Конечно, да. Но в случае, если мы его потеряли, смотрите, ребят, борьба продолжается. Не будет один Тумсо, 1000 Тумсо вместо Тумсо будет бороться за свободу Ичкерии, за свободу своего народа. Я думаю, что кавказские сыновья, они достойны своих народов. Так что у каждого народа есть сотни тысяч таких, как Тумсо, который будет освободить своего народа от этого расизма, фашизма, который мы с ним боремся уже 300 лет, да, вот в Российской империи сегодняшней. Да, брат. Переживаем, люди переживают. Конечно же, мы не хотим верить в это. Да, у нас есть информация, что его убили, но мы конкретно на 100% не можем сегодня сказать, потому что нет тела, нет, родственники не говорят об этом. И, просто даже уверен, никогда не сломают. Они могут всех нас убить, но все равно борьба будет продолжаться. Появятся новые, появится 10, появится 20, появится 100 новых мужественных. Я вижу, в чат пишет, что вот Янзор боишься, ребят. Боялись бы, в лес не ходили бы просто. Да, в лес не хотели бы. Понимаете, для них это самое страшное, это информационный фронт. Для них, таких как Зор, таких как Тумсо, таких как Халид, это ребят, которые не боятся, это ребят, которые вот с помощью сегодняшней технологии, да, скажем, интернет, компьютер, выходит и правда говорят. То, что их просто трясет, чтобы, когда люди знают правду, и это правда, они хотят донести до других людей. Это то, что они боятся. Это конкретное оружие, это сильнейшее оружие, понимаете? Вот давайте вы тоже просто где-то сидите, где-то работаете, где-то общаетесь тоже. Донесите правду. От свободы, от все, что вы считаете, что нужен для вашего народа. Донесите дальше, чтобы люди наши просто
разбудить надо это, лечить надо это общество от этого, скажем, ватанизма, или можно его называть страх, который живут, и все. Как-то там мы должны быть свободны, так что молчать, сидеть, посмотреть. Молодцы, вы просто в чате, я смотрю, 3000 людей сидят, слушают Анзора, и это очень хорошую публику, все про Тумсо переживают, и я все прекрасно понимаю, мы все переживаем. Но борьба, которую ведет сегодня Анзор, ничем не отличается от борьбы, которую Тумсо ведет. Так что за свободой Ичкерия все ребят делают максимально, чтобы освободить Кавказа. Очень много там тоже спрашивали, что там, как ты думаешь по поводу свободы России? Ребят, Россия, она не способна существовать дальше. Россия это 300 лет показала пример, только более страдания, война, голода. А то, что касается нашего народа, я имею в виду, в общем, да, вот, Кавказ, всегда страдали от этой России. Там Навальный придет, там Какальный придет, там... Ребят, Россия, она должна развалиться, и все. Народы в России должны быть свободны. Особенно то, что касается Кавказа, Кавказ должен быть свободен. По-любому. Да, к этому идет. И вот именно, вот, знаешь, Фархад, из-за блогеров, публичных личностей, деятелей, активистов, из-за этой работы, информационной работы, люди все равно открывают глаза на происходящее. Давайте просто пример приведу. Я как-то в своем эфире об этом говорил. В общем, в этом году, когда 24 февраля вторглись на территорию Украины российские оккупанты, в эти дни мне пишет мой бывший одноклассник Юра. И мне пишет так: Анзор, как это возможно, чтобы чеченцы напали на украинцев? Что мы вам плохого сделали? Он вот так мне пишет в таком тоне. Мы же вас не убивали. Я не могу представить, чтобы чеченцы нас убивали сегодня. А потом я ему позвонил, я попросил у него номер телефона. Я говорю: Юра, ты многого не знаешь, ты многого не понимаешь. Я понимаю, потому что ты не следил за информацией о войне нашей, но тут дело в том, что как в каждом народе, у нас тоже есть такие подлецы, предатели чеченского народа, которые выступают за Путина и воюют сейчас в Украине. Да, действительно, там пару сотен есть у нас таких предателей, но наш чеченский народ не поддерживает эту войну. Мы, наоборот, презираем Россию, мы презираем Путина и этого ушлепка Кадырова. И я ему говорю, у нас, наоборот, есть батальоны, чеченские батальоны, которые сегодня воюют против русских оккупантов. Но он это услышал, он обрадовался. И когда я сейчас поехал в Украину, я с ним первый раз встретился, после 23 лет, нет, больше, мы в Литве учились с ним. Вот, то есть люди не понимают, не знают. Сейчас открывают глаза, открывают. Да, потому что никто не пытается правильной информации донести. Вообще-то, если понятно блогеров взять, да, в Европе блогеры это много, там кто-то там пошел там, не знаю, метро снимает, называет себя блогер, там какой-то пошел, не знаю, там яйца жарит, достал блогером и все. Вообще, наша, понятно, сегодняшняя наша сторона, наш народ, который страдает, да, не от счастья страдает, от войны страдает наш народ. Да. Понятно, блогеры это те люди, которые правду говорят. Вот каждый из вас, ребят, каждый из вас, который вот знаете правду и можете говорить об этом, самое главное, у вас нету страха, что это говорит. Вы уже блогеры, вы можете донести информацию. Выходите на информационную площадку, донесите правду соседям своим, друзьям своим, знакомым своим. И все. И это вот наша сегодняшняя, наша блогерская работа, да, скажем, вот, чтобы донести правду все, что есть.
как-то мы должны освободить своего народа. А то так просто сидишь и смотришь, что то так сколько можно. Конечно. Я вот живу в Норвегии, да, 25 лет, смотрю, вот чем мой народ отличается от них. Почему мой народ не заслужил такой спокойной, мирной жизни, где все у него обеспечено, все у него стабильно, все у него хорошо. Почему мои дети постоянно должны бегать на бомбоубежище, спрячаться? Как-то надо лечить это наше общество, чтобы подниматься и требует нашу свободу, требует... Мы заслужим это, наш народ лучше заслужит. Да, конечно, конечно. Надо работать, надо бороться с этим злом, с этими предателями, с врагом нашим, потому что если мы не будем с ними бороться, они нас раздавят просто, раздавят на самом деле. Вот. Конечно, смотри, все ресурсы у них, все вооружения у них, до такой степени, что химические оружия у них в руках, ядерные оружия у них в руках, у них все вот это источники там, ресурсы у них в руках, нефть и газ, миллиарды, телевидение, интернет и все абсолютно. Естественно, ребята, дайте я вам сейчас скажу, что выделяя вот оппозиционеры, да, особенно чеченских ребят, так что мимо того, что мы будем и обязательно у нас сейчас сбор деньги идет, братья и Ичкерии, они все здоровые. Двухметровые. Да, лучше в размере, чтобы мы знали, что вы купили, отправили те вещи, которые действительно там нужны. Да. Да, спасибо, Фархад, за твою помощь, за твою поддержку. И, кстати, сейчас вот несколько раз написали, чтобы тебе салам передавали. В общем, они тоже слышат тебя. Красавчики. Делайте правильные дела, ребят. Да, иншаллах. В Украине боремся против общего врага. Иншаллах, победа. Иншаллах, Фархад. Хорошо тогда. На связи. Все. Понял. Давай, брат. Понял. Всем салам алейкум. Давай, алейкум брат. салам. Пока. Давай. Вот. Это был Фархад. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так. Вот так и работаем. Со всеми на связи, поддерживаем друг друга. Кофа. Так, насчет, сижу в Швеции и ищу по всем газетам. Обычно перестрелки, покушения на убийство всегда в новостях. Нашла 2 покушения, перестрелки в 2 городах на 1 декабря. Знать бы город, подходит или нет. Меня просят не уходить. Насчет перестрелок, ну там в Швеции часто бывают перестрелки. Там юг Швеции, это, ну, там больше криминальных районов, вот, много криминала, часто стреляют. Обычно в Малмö, вот, в этой стороне. Заман Хоу, так, Анзор, это в Норвегии, его убили. Я не знаю, где это произошло, но не в Норвегии.
Шерхан, Манзур, у тебя есть связь с Аллой Дудаевой? Она ведь в Швеции живет. Там у меня есть связь с семьей нашего первого президента Джохара Дудаева. Мелхибор, сдыгду, я постараюсь ответить. Ну, в общем, такие дела. Сейчас я завершаю. Еще раз повторюсь, что знаю, что вы переживаете так же, как и я, и как все наши братья и сестры. Поэтому решил вот дать какую-то надежду, наверное, вот так. И рассказать, откуда у меня была такая информация по поводу покушения и убийства Тумсо Абдурахманова. Но, валлахи, я просто не могу поверить в это, как и вы. И хочу, чтобы это все было неправдой, и что все с ним хорошо. Иншаллах, надеюсь. Дочитаю комментарии и уже буду отключаться. Хорошо, еще раз благодарю и особо вот так подчеркну, перевернутся они, не знаю, ну или полетят они, хоть что угодно, убьют нас или нет, но все равно эту работу, нами сегодня проводимую, ее никто не сможет остановить, не остановит. Мы будем продолжать работать. Страха у нас нету, и мы его никогда не покажем. Вот. Не мы должны бояться их, а они будут бояться за свою шкуру, вот, за свои богатства, за свои дома там, и так далее, и тому подобное. Сейчас все-таки я скажу про него. Вот этот главный ушлепок, начальник Хосюртовского голубятника или курятника, не знаю. В общем, буквально недавно появилась такая информация, что это чучело, предатель чеченского народа Кадыров, выбежал ночью в пижаме, выбежал ночью в пижаме на улицу, и за ним побежала охрана, поймали его, обратно завели домой. Видимо, похоже, у этого чудика стрессы, и он действительно сидит на наркотических, сильно действующих там препаратах, не знаю, что там, или кокаин, или героин, или что-то еще, или какие-то таблетки. В общем, его конкретно понесло. И этот предатель сегодня не может даже встать, подняться со своего золотого дивана, связать пару слов, одно предложение, что-то сказать. Ну, в общем, вы знаете про кого я, про Кадырова, который превратился в свинью. Вот они будут бояться. Вот почему из-за своего страха, за свою жизнь, за свою шкуру, он сел на вот эти наркотические препараты, и его сейчас уносит далеко. Уносит. Они будут бояться, а не мы. Да, Владимирович.
حقشي ساخش دينا جواب مولدون سار ديلا لوردوق سارا لوردو سانت يخي تنشال لوردو مسو خمنتي لوردو تاق يهم ديت سادي لا دال إدو خردو ديت سادي ناتال ليل شوش دير خمتيش باسرش. Хорошо, братья и сестры, берегите себя. Все будет, иншаллах, хорошо. Будем выходить на связь, работу не остановим, никто не сможет ее остановить. Мы что-нибудь такое жесткое скоро придумаем, иншаллах. Всего хорошего вам. Аллах рейсую. Аллах дикнук дуэль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.